Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. Следующие 3 часа в этой студии с нашими гостями, которые будут подключаться к нам в эфир, мы будем обсуждать важные и главные новости сегодняшнего дня. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. Плюс 380 73 419 41 58. Звоните нам абсолютно бесплатно по Вайберу, либо можете присоединиться к нашему эфиру через программу Skype atr.tv, наш адрес. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Ну а мы традиционно начнем наш эфир с самых актуальных новостей временно оккупированного Крыма, о которых нам расскажет наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюзрума, он сейчас с нами на прямой связи. Рома, привет, мы тебя слушаем. О чем будете говорить в вечерних выпусках «Заман»? Привет, Гульсум. Мы расскажем о том, что международный саммит по Крыму планируют провести уже ко дню сопротивления оккупации российской. Об этом сообщил лидер крымско-татарского народа Мустафа Аджемилев в интервью обозревателю. По его словам, уже 26 февраля следующего года на этом саммите может быть создана и крымская переговорная площадка. На саммит в том числе будут приглашены лидеры США и России, но Джемилев уверен, что Россия откажется от участия и будет твердить, что Крым российский, и говорить здесь не о чем. Он также добавил, что международный саммит по Крыму будет принимать какие-то определенные решения. И вот если эти решения российской стороной не будут выполняться, то необходимо шаг за шагом усиливать санкции в отношении страны-оккупанта. Я напомню, что создать международную платформу по деоккупации Крыма предложил президент Украины Владимир Зеленский. Его инициативу уже поддержал Европейский Союз. А Украина еще и пригласила Великобританию присоединиться к этой платформе. В рамках визита президента Украины Владимира Зеленского в Лондон министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Великобритании Домиником Рааби. И вот украинский министр проинформировал своего британского коллегу о создании этой крымской платформы, такой новой международной площадки, которая должна консолидировать международные усилия по деоккупации Крыму. И пригласил Великобританию для участия в этом процессе. Министры также отметили, что у Украины и у Великобритании совпадают позиции по многим вопросам. В частности, о том, что необходимо продолжать давление на Россию, чтобы принудить ее к уважению международных норм и прекратить агрессию против Украины. Напомню, что Британия наряду с США и Россией в том числе является гарантом суверенитета и безопасности Украины. 5 декабря 1994 года между Украиной, США, Россией и Великобританией был заключен Будапештский меморандум о неядерном статусе Украины. И вот за отказ от ядерного оружия эти страны гарантировали территориальную целостность нашей страны. И вот хотя бы, учитывая этот факт, Британия должна тоже присоединиться к международной площадке по деоккупации Крыма. Появился такой помощник для временных переселенцев. Это чат-бот, называется юридический советник для ВПО. Его можно установить в Viber и Telegram. Он будет предоставлять вынужденным переселенцам квалифицированную бесплатную юридическую помощь в любой момент и в любом месте. Например, как можно получить справку переселенца, какие правила пересечения КПВВ, существуют ли социальные выплаты для переселенцев, как это все оформить. Это такой совместный продукт швейцарско-украинской программы ИГЭП и юридической команды благотворительного фонда «Право на защиту», которая именно с 2014 года занимается вопросами правовой защиты внутренне перемещенных лиц. Будем говорить и о ситуации с коронавирусом в Крыму. Она продолжает ухудшаться. Количество больных становится там все больше и больше. Но, как заметили правозащитники, оккупанты продолжают скрывать реальное положение дел, скрывают количество погибших. Так, по информации Крымской правозащитной группы, они получили доказательства из 2 независимых источников, не связанных ни между собой, ни с оккупационной властью. Это медики. И они сообщают, что по их информации, в их больницах, где они работают, умерших больше, чем отчитывается оккупационная власть. И в связи с этим Крымская правозащитная группа предложила внести в обновленную резолюцию, которая будет озвучена на Генеральной сессии Ассамблеи ООН, это как раз дополнение о том, что Россию необходимо привлечь к ответственности и за эти преступления, связанные с необеспечением прав на медицинскую защиту жителей оккупированной территории.
Будем говорить и не только о ковиде. В Крыму по-прежнему катастрофическая ситуация с водой. Но мало того, что оккупанты не могут обеспечить жителей полуострова питьевой водой, так они еще взялись за монополию с очистными водами. Теперь, чтобы выкачать выгребную яму, вводится государственный монополист. Если раньше это мог сделать частник, то теперь это поручили предприятию «Вода Крыма», которая одна на весь Крым должна обеспечивать выкачку выгребных ям, и уже у крымчан начались проблемы. Во-первых, эта услуга выросла в разы, и у воды Крыма просто не хватает машин для выкачки этой воды, и люди просто вынуждены ждать очень долго, чтобы можно было нормально пользоваться водой и, собственно, услугами этой компании. Ну и напоследок расскажем, как в Киеве поздравили президента России Владимира Путина с его 68-летием. На здании посольства в Киеве активисты устроили лазерное шоу и процитировали известную кричалку футбольных фанатов о том, кто такой Путин. Там появилось комичное изображение профиля российского президента и надпись из кричалки футбольных фанатов. Ну вот такая картина дня на сегодня. Мы еще увидимся и расскажем о других новостях, которые будут в нашем эфире. А сами новости можно смотреть, как всегда, в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском. Гурсум. Сау, Роман. Бубаза Мухбермес, это был наш журналист Роман Спиридонов. Прямо из Ньюсрума он рассказал о самых актуальных новостях из временно оккупированного Крыма и о том, о чем будут говорить в вечерних выпусках «Заман». Не пропустите в 19:00 на украинском языке и в 21:00 на крымско-татарском языке. Ну а мы пока перейдем к обсуждению вышеупомянутых новостей. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с государственным секретарем по иностранным делам и делам Содружества наций и развития Великобритании Домиником Раапом и пригласил Лондон присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины. По словам украинского министра, Крымская платформа – это новая международная площадка, которая консолидирует совместные усилия по выводу войск России из Крыма и выходу ее администрации. Великобритания пока на предложение и приглашение Кулебы не ответила. Давайте послушаем, что говорят в нашем ведомстве. Голова української дипломатії подякував британському колезі за незмінну позицію Великої Британії щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів, а також відзначив практичні кроки Сполученого Королівства на підтримку обороноздатності України та впровадження реформ. Напомню, ранее президент Украины Владимир Зеленский на брифинге после саммита ЕС-Украина сообщил, что Европейский Союз принципиально готов присоединиться к украинской инициативе по созданию Крымской платформы, основной задачей которой есть деоккупация полуострова. Давайте вспомним, что сказал президент. Ми детально обговорили регулярні порушення прав людини в Криму та залучення Європейського Союзу до захисту кримчан, що страждають від тимчасової окупації і від політичних переслідувань. Я радий, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до нашої ініціативи щодо формату «Кримська платформа». С нами сейчас на прямой связи, как мне подсказывают наши редактора, политолог Дмитрий Васильев. Давайте его поприветствуем. Пане Дмитрию, витаю вас. Витаю вас. Салам алейкум. Алейкум селям. Ну вот относительно крымской платформы по деоккупации Крыма. В ближайшей перспективе, как вы думаете, мы увидим ее создание? Что для этого нужно? Ну, я считаю, что она уже создана. Другой вопрос, что она должна материализоваться. И к этой платформе должны присоединяться наши международные партнеры, создавая коалицию проукраинскую, прокрымскую коалицию защиты Украины от российской агрессии. И с целью абсолютно четкой и определенной, которую говорит и президент Украины, и министр Кулеба, это деоккупация Крыма. Рано или поздно это произойдет, но для этого международное сообщество вместе с Украиной должны проделать непростой, но очень определенный путь. И я думаю, что платформа сама по себе уже декларативно заявлена. Она есть за счет того, что заявление есть, то есть она создана. Теперь ее действительно нужно насытить очень предметными, конкретными делами, программой действий, повесткой дня,
и убедить наших международных партнеров к ней присоединяться. Ну вот вы говорите есть, но пока что мы ничего не видим, кроме заявлений и инициатив из уст президента Зеленского, украинских чиновников, МИДа и так далее. То есть контуры, какой именно будет эта платформа, в каком формате она будет, они не очерчены. То есть мы их не знаем, что будет в этой платформе. Ну, я с вами согласен. Именно поэтому я говорю, что эта платформа должна материализоваться. Будем так говорить. И фактически только после этого, конечно же, наши международные партнеры начнут к ней присоединяться. Но сам факт того, что и президент, и министр Кулеб дали очень четкий сигнал международному сообществу о том, что они призывают их присоединиться к этой платформе, уже говорит о серьезности намерений украинской власти такую платформу создавать. И это очень хороший шаг. По крайней мере, это... ну, грубо говоря, снимает определенные сомнения в том, что и администрация Зеленского, и правительство Шмыгаля, которое, ну, фактически создано при там, очень чутком руководстве президента Зеленского, не говорят о Крыме. Нет, они говорят о Крыме, они предлагают очень конкретные действия. Это на самом деле дает оптимизм, сдержанный, но оптимизм. И теперь стоит ожидать и от министра Кулеба, и от президента Зеленского очень четкого предложения международного сообщества. Что, вот когда сейчас... планируется делать для материализации этой платформы. Ну, вот сейчас мы слышали заявление Министерства иностранных дел. Дмитрий Кулеба на встрече с Домиником Раабом пригласил Великобританию участвовать вот в этой платформе по деоккупации полуострова. Пойдет ли на это Британия, как вы думаете, как гарант нашей территориальной целостности? Вопрос. Потому что очень много будет зависеть от, первое, решения Европейского Союза. Что я так понимаю, что президент Зеленский, общаясь с нашими международными, с нашими европейскими партнерами, и там Жозе Борреля, и, возможно, с президентом Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, она не была на совещаниях, но вполне могу себе представить, что были консультации и с ней. То есть вот от того, как предлагается реализовать эту идею конкретных документов и повестки дня и плане действий, будет зависеть, как быстро Великобритания отреагирует на это предложение. А возможно, Великобритания сможет дать какие-то свои встречные предложения, как реализовать эту идею. Но мы уже 6 лет ждем каких-то продвижений в направлении деоккупации полуострова. 6 лет ждем мы стратегии по деоккупации Крыма. Вот сейчас платформа появилась. Ну, почему этого нельзя было сделать раньше и привлечь стран-подписантов Будапештского меморандума, в том числе и Британию, Соединенные Штаты Америки? Я думаю, это геополитический вопрос. Это вопрос высокой политики и больших консультаций, о которых, ну, обычно в публичном пространстве не говорят. Я думаю, что в кабинетах и Евросоюза, и Вашингтона, и ключевых стран мира обсуждался этот вопрос. Но поскольку все-таки с Российской Федерацией предпочитает цивилизованный мир общаться аккуратно и давать ей возможность все-таки свои ошибки исправлять самой, даже вводя и санкции, и там много других действий, которые раздражают Россию. Но я думаю, что то есть уже накопилось определенное и раздражение, и усталость от Российской Федерации. И я думаю, что последней каплей стало отравление Навального, когда цивилизованный мир решил, что, ну, с Россией нужно говорить жестко. И я думаю, что это решение подтверждается и этой идеей, и власти Украины, и, соответственно, теми обсуждениями, консультациями, которые уже идут в публичном пространстве. Вот не далее, как там день назад в Брюсселе и сегодня в Лондоне, ну, говорит о том, что западный мир, наши западные партнеры, евроатлантические, готовы об этом говорить предметно. Я думаю, что после 3 ноября и четкого определения американским народом, кто станет президентом после 3 ноября в Соединенных Штатах, эта ситуация станет еще более определенной. Давайте к нашей беседе сейчас подключим народного депутата Украины, фракция «Слуга народу» Неллю Яковлеву. Она сейчас с нами на прямой связи. Пані Неллі, вітаю вас.
Доброго дня, рада вітати. Да, мы теж. Ну что ж, относительно международной платформы по деоккупации полуострова, вот как вам видится, в каком формате она может быть эффективной? Какая это должна быть платформа? Ну, смотрите, здесь формат, он будет такой же всеобъемлющий, как и по нормандскому формату. То есть, по большому счету, мы говорим о создании альтернативной площадки Минскому, где обсуждаются только вопросы Донецкой и Луганской области. И, соответственно, запускаем большой крымский формат, который будет воспроизводиться на разных уровнях. Это и уровень глав государств, это и уровень министров иностранных дел, это уровень министров обороны. То есть это достаточно многообъемлющая такая площадка. Ну, вы сказали, как альтернатива Минской площадке, нормандскому формату, но там участвует Российская Федерация, страна-агрессор. Будете ли вы приглашать Россию на платформу по деоккупации полуострова и рассчитываете ли вы на то, что она будет в ней участвовать? Объектом по организации деятельности этой площадки будет выступать. И министр говорила о том, что Россию приглашали участвовать в этом формате, но мало кто надеется на то, что будет положительный эффект по участию России в этом формате. Угу. Ну а как тогда можно говорить о создании некой дорожной карты по деоккупации полуострова, если там не будет участвовать Российская Федерация? О чем тогда будут говорить страны, которые соберутся в этом формате? Смотрите, конечно, это ключевой аспект, чтобы все-таки включить Российскую Федерацию, но мы также говорим о том, что мы опять поднимаем международный уровень и статус вопроса Крыма. То есть если мы предполагаем, что первая платформа это состоится 26 февраля будущего года, то, соответственно, мы вновь актуализируем вопрос по Крыму. Бесспорно, участие российской стороны было бы крайне желательным. Угу. Какие страны собираетесь привлекать к этой платформе? Министр иностранных дел на сегодняшний момент пригласил Британию. Я думаю, что страны нормандского формата, да, пока что за исключением России, тоже присоединяются к этим инициативам. Также рассматривался вопрос привлечения Соединенных Штатов Америки, но пока они находятся в фазе избирательного процесса, то, соответственно, нет возможности выходить с такими инициативами. То есть, в любом случае, максимальное количество участников, но для того, но не настолько большое, чтобы этот формат был эффективен. Угу. Понятно, что конечная цель – это деоккупация полуострова, но какие еще вопросы будут обсуждать, планируют обсуждать на этой платформе? Возможно, нарушение прав человека, освобождение политузников, большинство из которых с Крыма крымские татары? Бесспорно, права человека – это вообще общий вопрос, который, собственно говоря, проникает в каждую сферу нашей жизни. Но мы понимаем, что в рамках крымской тематики у нас действительно есть несколько блоков. И в первую очередь платформа все-таки будет заниматься вопросом международных вопросов. Мы понимаем, что для того, чтобы деоккупировать Крым, нам нужна поддержка мирового сообщества. И, соответственно, усиление санкционного давления, в том числе и на Российскую Федерацию. Но мы также понимаем, что в рамках вопроса Крыма стоит ряд и гуманитарных вопросов, и социально-экономических вопросов. В частности, понятие сама деоккупация не будет предполагать правил последующей жизни, в том числе и крымчан. То есть, соответственно, все эти форматы, каким образом происходит, как сама деоккупация, так и какие правила переходного периода устанавливаются в этот момент, это тоже также может быть предметом обсуждения этой платформы. Угу. Скажите, вот у нас был Будапештский меморандум, да, 1994 года, где страны нам гарантировали нашу территориальную целостность, но вот глядя на ситуацию, которая сегодня сложилась, оказалось, что вот тот документ, который был подписан, это была просто Филькина грамота, просто бумажка. Вот где гарантия того, что вот такая платформа, которая будет создана, и вот те страны, которые туда придут, участницы, будут выражать нам опять обеспокоенность и так далее, вот где гарантия, что она будет эффективной? Смотрите, если мы говорим о гарантиях, то мы говорим только о том, что какие-то документы должны быть имплементированы на уровне норм международного права и, соответственно, закреплены какими-либо международными организациями. Если мы говорим о многосторонних договорах, то в данном случае мы не можем говорить о подписании такого документа. То есть мы понимаем, что каждое государство, как субъект международного права, несет ответственность за те документы, которые они подписывают. Действительно, с Будапештским меморандумом там есть и проблема в формулировках, собственно говоря, в переводе того, гарантируется или поддерживается Украина в этом плане.
Поэтому здесь скорее мы можем надеяться на благонадежность наших партнеров, и в том числе по реализации и имплементации подписанных документов в рамках этой платформы. А у вас уже есть понимание, где именно будет эта платформа? Возможно, в рамках какой-то организации или на какой территории? Пока что этот вопрос еще прорабатывается Министерством иностранных дел, но может ли это быть на базе какой-либо международной организации, то нет. Это скорее формат межгосударственного сотрудничества. Угу. Ну, вот, вы являетесь заместителем главы Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации, реинтеграции временно оккупированных территорий. Правильно ли я понимаю, что платформа по деоккупации Крыма, она вот входит в стратегию по деоккупации или нет? Смотрите, да, стратегия деоккупации, но тут есть несколько компонентов, исходя из сферы полномочий каждого органа. Если мы говорим о стратегии деоккупации Крыма и об ее международном компоненте, то за это отвечает Министерство иностранных дел. Мы в сотрудничестве с Министерством реинтеграции временно оккупированных территорий и нашим комитетом вырабатываем законодательную базу регулирования национальных вопросов. То есть здесь мы как бы четко разделяем полномочия для того, чтобы не дублировать функции друг друга. Бесспорно, мы находимся в координации этих процессов, также с Министерством иностранных дел, с Министерством реинтеграции и с нашим комитетом. А кроме того, мы понимаем, что для принятия любых решений в парламенте нам нужна еще коммуникация со всеми депутатами, поскольку вопросы мира часто проходят тяжело в парламенте. Поэтому это скорее есть определенное разделение полномочий для того, чтобы получить единый эффективный результат. У нас сегодня стратегия деоккупации Крыма есть? Есть, она прописана, но на сегодняшний момент мы не можем ее полностью публиковать, потому что это все равно, да, как открыть все наши карты и козыри перед соперником. Соответственно, часть этой стратегии будет опубликована, часть этой стратегии будет оставаться в Министерстве иностранных дел, в нашем комитете, в Совете национальной безопасности и в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий. А когда мы увидим публичную часть документа? Скажем так, МЗС, когда финализирует состав участников, я думаю, что это будет либо до Нового года, либо в начале января, исходя из того, что 26 февраля запланировано базовое мероприятие по работе этой платформы. А вот известно, кто будет привлечен на саммит 26 февраля уже? Простите, пожалуйста, связь плохая. Алло, слышите? Алло. Да, алло. А уже известно, кого приглашают на саммит 26 февраля? Может, кто-то уже согласился, какие-то страны? Смотрите, ну сейчас идет этот процесс формирования, поскольку все-таки дипломатический мир достаточно тонкая история, то до того, как мы получим официальные письма подтверждения, а не просто неформальное согласие на участие в этом, а говорить об этом преждевременно. Дуже дякую вам. Спасибо большое. Нелли Яковлева, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа», заместитель главы Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации, реинтеграции временно оккупированных территорий, была с нами на прямой связи. Пане Дмитрію, чуєте нас? Так, звісно. Дуже цікаво. Много важного и интересного услышали, правда? И анонсирование події 26 лютого, ну, то есть действительно очень интересная информация. Поэтому я же говорю, что мои предположения о том, что по сути платформа создана, ее надо материализовать, вот они подтвердили словами народного депутата. Я на самом деле мало обладаю информацией на этот момент по самой инициативе. Я, очевидно, буду консультироваться и с народными депутатами, и с теми же представителями Министерства иностранных дел. Мне это очень интересно. Но слова депутата вселяют надежду о том, что это не просто слова, это действительно серьезное намерение украинского государства. И действительно к этой инициативе, как только она будет материализовываться, я думаю, что будут присоединяться наши международные партнеры Евроатлантической коалиции. Угу. Ну, я у пани Нелли спросила, и у вас хотела бы спросить относительно гарантии эффективности такой платформы, потому что нам когда-то уже давали гарантии, но, как оказалось, вот как говорил Бисмарк, да, вот документ, заключенный с Россией, не стоит бумаги, на которой она написана. Вот стоит ли нам абсолютно правильно говорил Бисмарк, и абсолютно правильно вы это подчеркиваете, потому что ну, какие бы ни были правильные стратегии, мы понимаем, что Российская Федерация, она, ну, скажем так, живет немножко в другом порядке. Да, это вот то, что когда-то там классики говорили, умом Россию не понять.
Это значит, что Россия на каждую вашу стратегию, о чем говорил Черчилль, выверенную стратегию, может совершить очередную глупость, и вся ваша стратегия полетит. Поэтому я думаю, что сама по себе платформа — это очень это важная коалиция, проукраинская, евроатлантическая коалиция против нарушения всех прав и международного права Российской Федерации по оккупации аннексии Крыма. И фактически мы говорим о том, что это создание того важного ключевого звена международного права, которое сможет принимать решения, которое сможет в долгосрочной перспективе работать на то, что все равно будет исторический момент, когда Российской Федерации придется отказаться от своего намерения и уйти с территории Крыма. Украина придерживается политико-дипломатического вектора деоккупации своих территорий. Но вот не кажется ли вам, что на примере Нагорного Карабаха, вот мы сейчас видим, что там происходит, что все-таки военный сценарий развития событий исключать нельзя? Военный сценарий развития исключать никогда нельзя, абсолютно правильно. Но надо отдать должное Украине. Украина все-таки старается выполнять вот то видение, которое вы только что озвучили, политико-дипломатическое, и не эскалировать ситуацию. Потому что если бы Украина исходила из позиции решения вопросов военными методами, то я думаю, что была бы принципиально другая ситуация в Крыму. Это была бы вооруженная агрессия Российской Федерации, и неизвестно, к чему бы она могла привести. И я думаю, что и не было бы Минского соглашения, и не было бы желания перемирие привести в мирное русло и все-таки добиться мирного освобождения Донбасса за последние 6 лет украинской властью, и предыдущей, и нынешней. Да, если бы Украина была агрессивная оппозиция и желание все решать военно-политическим путем. Да, военно-политический путь есть на Донбассе, мы стараемся сдерживать агрессора, но желание власти сдержать перемирие, не эскалировать ситуацию и политико-дипломатическим путем решить этот вопрос, он приветствуется. Я думаю, что наши международные партнеры это оценивают. Я думаю, что в этом же контексте будут нас поддерживать дальше, но более предметными решениями, потому что усталость от России и нарушение Российской Федерации международного права очень утомляет международное сообщество. Я думаю, что оно готово более активно и более резко действовать против Российской Федерации. Именно политико-дипломатическим путем. Все-таки думаете, что западные наши партнеры, Европа, могут поступиться своими вот торгово-экономическими выгодами и выбрать гуманитарные ценности? Это, знаете, оценка экономической выгоды в долгосрочной перспективе. Россия на самом деле слабеет, ее влияние на мировой ВВП уменьшается. Россия ориентируется на индустриальное ведение хозяйства. Ну, грубо говоря, так, да, вот индустриальное устройство ведения хозяйства. Весь мир переходит на постиндустриальную экономику, и Россия в этом смысле отстает. Поэтому, если исходить из точки зрения сегодня, то да, с Россией интересно сотрудничать. Если исходить с точки зрения там, 20 лет вперед, то Россия бесконечно отстает. И я думаю, что и западный мир, и Европа, и Америка, и другие страны, которые ориентируются на постиндустриальную экономику, сегодня уже формируют свои долгосрочные стратегические планы развития экономик, возможно, уже не связанных напрямую с Россией. Как ресурсную базу они ее могут оценивать, и я думаю, что эту перспективу никто не отменяет. Но с точки зрения долгосрочной перспективы развития экономических отношений с Россией, я думаю, что все как-то переориентируют свою экономику на другие подходы. Хотя Россия всегда будет оставлять возможность менять свои решения, возвращаться в русло международного права и постепенно снимать санкции. Но для этого Россия должна делать конкретные шаги. Какие санкции бы
эффективно ударили по экономике Российской Федерации. Вот если мы говорим о крымской платформе, насколько я понимаю, в рамках этой платформы группа стран также может разработать механизмы давления на Россию. Я думаю, что четко должна быть позиция по Северному потоку-2. Я думаю, что очень серьезно должен стать вопрос международных оплат, SWIFT, для банковской системы России. Если не отмены такой возможности для Российской Федерации, то показательной приостановки такой возможности, скажем, на неделю, для того, чтобы они почувствовали, что это возможно в более долгосрочной перспективе. И дальнейшее подтверждение расширения тех санкций, которые уже есть. В том числе против ключевых представителей руководства Российской Федерации. Спасибо вам большое. Дмитрий Васильев, политолог, был с нами на прямой связи. Петр Олещук к нам сейчас присоединился, политический аналитик. Пане Петро, вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Ну что ж, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригласил Великобританию присоединиться к платформе по деоккупации Крыма. Рассчитываете ли вы на то, что Британия будет в ней участвовать? Подібний варіант виключати неможливо, тим більше, що, в принципі, під час останнього візиту президента України до Великобританії було підписано чимало важливих документів і, зокрема, вказано на те, що Україна є стратегічним партнером Великобританії. Великобританія не та країна, яка розкидається цими термінами, тож я думаю, що це дозволяє нам сподіватися на те, що, в принципі, це стратегічне партнерство не залишиться на рівні декларацій, а Велика Британія буде брати активну участь в вирішенні актуальних для України питань. Тим більше, що, в принципі, так само в підписаних документах зафіксовано достатньо амбітні плани щодо економічної співпраці між Україною та Великобританією. Тобто, очевидно, що Великобританія, враховуючи ці економічні інтереси, повинна бути зацікавлена в стабільному розвитку України. Ну и плюс Британия гарантировала нам нашу территориальную целостность. Так. То есть мы можем к ней апеллировать. Це те питання, яке ми повинні постійно піднімати, нагадувати про це. Знову ж таки, ми пригадуємо ту ситуацію, яка склалася на момент 2014 року, але це ж не означає, що ми повинні забути, проігнорувати це все. Ні, є питання територіальної цілісності України, воно порушене відверто, порушене агресором, порушене агресивно, тому ми повинні про це питання нагадувати і усіма можливими дипломатичними методами. Ну вот а как нам влиять на эту ситуацию? Как нам нужно разговаривать с нашими западными партнерами, чтобы те наконец-то поняли, возможно, они понимают, но все-таки выбирают торгово-экономические интересы, да, мы это все понимаем, реалполитика и так далее, но все-таки, чтобы они применили гораздо жесткие меры и санкции в отношении Российской Федерации, потому что Рубикон, ее амбиции, это же не Украина, не только Украина. До речі, я не таке відчуття, що в Великобританії тут, до речі, жодних, як то кажуть, ілюзій в цьому контексті не було. Великобританія не тільки Британія, йде річ о Германії, у Франції і так далі. Справді, європейські країни Європейського Союзу, Великобританія зараз не є членом Європейського Союзу, вони більше залежні економічно від Росії. Вони це постійно демонстрували. Питання того самого Північного потоку нікуди не поділося. Це якраз один із прикладів, який демонструє ступінь економічної залежності країн Європи від Росії. Хоча в мене таке відчуття, принаймні виходять із заяв, що навіть і там уже після оцих всіх останніх скандалів, які супроводжують російсько-європейські відносини, там теж почали приходити до розуміння, що в принципі то як би невигідно було на даному етапі тактично торгувати з Росією, але все одно ризик від Росії він нікуди, в принципі, не дівається. Причому ризик комплексний і багатоплановий, тому що питання Північного потоку – це ж не лише питання економіки, наприклад, української території чи територіальної цілісності. Це і багато інших питань, пов'язаних із впливом Росії на внутрішні справи Європейського Союзу і втручання Росії в ці справи. Це, зрештою, питання екології і тому подібне. Хоча ми так само з вами прекрасно розуміємо, що в Європі якраз прийти до більш такого
скажімо так, виваженого, адекватного ставлення до Росії, як на мене, достатньо важко. І вони це постійно демонструють. От у Британії у них, в принципі, позиція, як на мене, достатньо послідовна і незмінна протягом останніх років, і ми це постійно бачимо і відчуваємо. Ну вот просто тут у меня возникает вопрос, вот как нам быть, как нам влиять на эту ситуацию со своей пятой колонной в стране, пока президент Украины находится с визитом за границей, представители ОПЗЖ ездят к агрессору, ведут там переговоры какие-то, разговаривают. В парламентской ассамблее Совета Европы есть один народный депутат Украины Левочкина, который голосует за возобновление полномочий Российской Федерации в этой организации. Как с этим быть? Сколько это еще будет продолжаться? Ми не можемо позбавити представника ОПЗЖ місця в парламентській асамблеї Ради Європи, тому що це принцип ПАРЄ, що всі фракції мають бути представлені. Поки цю політичну силу будуть обирати на рівні партій до Верховної Ради, вони там матимуть свою фракцію, а до того часу їх представник буде засідати в ПАРЄ з усіма відповідними наслідками. Як із цим боротися, як із цим протидіяти? Є відповідні ініціативи на рівні законодавства. Наприклад, заборонити, знову ж таки, заперечення агресії Росії по відношенню до України. Хоча я, чесно кажучи, слабко собі уявляю, як це буде реалізовуватися в Україні на практиці. Але, якщо ми говоримо про те, що у нас демократія, то ми не можемо заборонити брати участь у виборах тим або іншим політичним силам. Точніше, можемо, але очевидно, це може здійснюватися лише у судовий спосіб, лише на підставі законодавства. Тож питання це дуже складне. Ви розумієте, я прекрасно розумію, що якщо певні політичні сили заборонити, вони зможуть закамуфлюватися, змінити назву, змінити якимось чином там свою емблематику, може навіть там офіційно почати щось казати про російську агресію, принаймні м'яко, але сутність їх від цього не зміниться. Ми прекрасно розуміємо, що є інтереси Росії в Україні, це інтереси агресора, інтереси окупанта, і для цього вона використовує всі ресурси, в тому числі внутрішньополітичних українців. Я думаю, що це питання, в тому числі до українських спецслужб, і в першу чергу навіть не про діяльність цих політичних сил, а про джерела їх фінансування. Дуже дякую. Петро Олещук, політичний аналітик, був з нами на прямому зв'язку. Украина и Великобритания подписали меморандум об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сферах. Как отмечается, меморандум предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли и привлечение финансирования британского экспортно-кредитного агентства в размере 1,25 миллиардов фунтов стерлингов. Ранее Зеленский анонсировал подписание Украины и Великобритании этого меморандума. Вот что он говорил. Давайте послушаем президента. Підписання меморандуму щодо розбудови військово-морського флоту. Важливий стратегічний документ. Будемо на військово-морській базі, підпишемо цей меморандум на суму 1,25 мільярдів фунтів стерлінгів. Ми всі вірили про те, що знов з'явиться військово-морський флот в Україні. І нарешті це, мені здається, важливий перший такий потужний крок. Министр обороны Украины Андрей Таран раскрыл содержание меморандума. По его словам, в документе речь идет о поставках современных образцов военной техники, новейшего высокоточного вооружения, налаживания производства отдельных видов военной продукции в Украине, а также строительства объектов базирования ВМС Украины. Вот что он сказал. Реалізація цих проєктів дозволить значно посилити спроможності та бойовий потенціал українського флоту, взаємосумісність вітчизняних ВМС з військово-морським компонентом держав-членів НАТО. Крім того, розраховуємо, що це стане драйвером відновлення суднобудівної галузі України і дозволить залучити в нашу економіку найсучасніші технології. Експерт з питання національної безпеки Василь Вовк з нами зараз на прямій зв'язі. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю вас. Дозвольте мені відповісти на питання, як прибрати п'яту колону з України, про яку ви тільки що розмовляли. Так, будь ласка. Дуже цікаво почути. Повернути в Кримінальний кодекс статтю «Шкідництво, вредительство російською мовою», посадити резидентів цієї п'ятої колони, і через рік-два від агентури їх навіть духу не буде. От і вся процедура, якщо говорити про те, щоб серйозно підійти до цього питання. Якщо будемо гратися перейменуванням команд, партій тощо, ми так далеко зайдемо до того, що Росія нас поглинить
як погнило, на жаль, Крим і починає поглинати схід України. Что для этого нужно? Политическая воля? Тільки за допомогою цієї п'ятої колони, про яку ви кажете, Росія все робить. Їй не потрібна агресія військова. Вона агресує через цю резидентуру, яка відкрито вже спілкується на користь Росії в міжнародних інституціях, про які ви зазначили, пані Льовочкіну, і в Москві відкрито веде перемовини Медведчук, як уже майбутній президент України. Це страшно. З цим потрібно вже починати боротися самими такими надзвичайними мірами, а саме кримінальної юстиції, кримінального переслідування, оскільки інакше Україну не спасемо. А что для этого нужно сегодня? Политическая воля руководства? Так, звичайно, не боятися нікого, не боятися Заходу, який закликає нас до демократії у всьому, навіть у тому, що загрожує Україні. Не боятися Росії, яка впливає на нас олігархічно і посередництвом олігархів, а прийняти закон, ввести шкідництво статтю в Кримінальний кодекс, і всіх, хто шкодить Україні, інтересам України, саджати прямо в тюрму. Небагато, 2-3 роки. І за місяць-два їх агентура перекраситься, забуде про них і буде такими українськими патріотами, яких світ не бачить. Ну, давайте к следующей теме, про сотрудничество в сфере обороны, о котором договорились Украина и Великобритания. Финансирование в размере 1,25 миллиардов фунтов стерлингов. Что это для нас значит? Куда пойдут деньги? Дуже правильна і остання частина вашого запитання, куди підуть гроші. Все це добре, все це позитивно, і український народ сприймає це як заслугу влади, як робочі моменти, як продуктивність і ефективність роботи. Але питання основне, куди підуть гроші. На жаль, ми до цього часу маємо, що всі фінансові акції Міністерства оборони або під грифом для службового користування, або в більшості своїй таємні. І ми знову ж таки не можемо бачити, куди йдуть гроші, і за скільки ми що купляємо, і скільки воно і що стоїть насправді. Оце остання частина вашого питання, та, на яку мають дати відповідь законодавці, Міністерство оборони. Відкрийте всі закупівлі, відкрийте всі програми, хоча б в фінансовому плані. Мені не потрібна зброя секретна, мені не потрібна кількість, що складає військову таємницю. Мені потрібно, щоб експерти, громадські експерти оцінили їх вартість, їх необхідність для армії і таке інше. А то є такі в нас зброя, яку розробляють українські спеціалісти, але їх не сприймають ні в Міністерстві оборони заангажовані чиновники, ні парламентські комітети, які під їх впливом знаходяться, не розуміючи деякі аспекти. А закуповують за кордоном при посередництві і якихось там консалтингових послугах, які складають від 30 до 50%. Можете перерахувати від тої суми, яку ви назвали. Пане Василю, а в каком состоянии сегодня наши ВМС? Можно ли сказать, что они у нас есть? Знаєте, прозорої інформації, яка б дала можливість нам оцінити, нам, громадському суспільству, українському народові, стан наших військово-морських сил немає. При тому ж потрібно людям пояснити це доступною мовою, а не формулюваннями специфічними, військово-морськими, я би сказав. Це перше. По-друге, ми завжди хвалимося, що якісь міжнародні експерти ставлять нашу армію на 20-30 місце в світі. Це дуже високе місце. Але все те картинка, всі ті експертизи на основі того, про що ми заявляємо, що ми показуємо. По цій картинці не скажуть, це новий танк, чи це покрашений в свіжу краску, наприклад. Я не щодо танків, я як приклад. Так само і кораблі, так само те, що ми закуповуємо для річного і морського флоту. Там дуже багато питань, вони всі відомі нам. Давайте для того, щоб показати стан наших військово-морських сил, попросимо спільну комісію з представників цих сил і громадськості, і парламентських комітетів відповідних профільних, щоб вони зробили спільну перевірку і доповіли українському народу дійсний стан цих сил. От тоді можна буде про щось говорити, хоча немає, звичайно, гарантії, що ми там
отримуємо повну об'єктивну оцінку. Ну вот мы видим, как Российская Федерация милитаризирует оккупированный Крым. Она практически оккупировала уже Азовское море, где размещает свои военно-морские силы по периметру Крыма в том числе. Вот, если завтра, послезавтра, не дай бог, вот будет такое, что Российская Федерация высадит свой десант, к примеру, в Одессе. Украина способна будет защищаться? Ми на сьогодні кажемо, що ми маємо змогу, маємо сили, ми навчені і сильні, щоб захистити периметри нинішньої контрольованої нами території. Я так виражусь, тому що ми розуміємо, що Крим, ви правильно сказали, щодо Азова, де незрозуміла ситуація, хоча зрозуміло, що росіяни там повністю хазяїва. Ми кажемо про Одесу, готові захистити. Так, мабуть, готові, але на сьогодні ніхто не скаже, що ми однозначно виграємо цю битву. От чому вся небезпека. Говорити одне, діяти інше. Тому я би сказав, повернувся в цьому контексті якраз до питання Криму. Коли ми говоримо про те, що ні минула влада, ні сьогоднішня, на жаль, мало уваги приділяють. Так, звичайно, це питання не має бути включено у мінський процес, який так уже помирає і доживає, образно кажучи, останні дні. Я впевнений, що відкрита окупація Криму і відкрита перед всім світом його анексія дає можливість включати нам, вимагати нову платформу, потужну платформу, Будапештську платформу. Саме тут відповідальність мають нести Велика Британія, про яку ми сьогодні говоримо, Сполучені Штати Америки і Росія як відповідач, підписант того документа. Я розумію, що він не потужний. Розумію, що він більше такий політичний, чим військово-захисний. Але для початку його потрібно використовувати. І Крим має бути більш потужною площадкою, чим Донбаська, оскільки тут очевидна, відкрита і визнана Росією окупація і анексія. Тут потрібно діяти швидко, потужно, агресивно і всеосяжно. На жаль, чомусь ми намагаємося притягнути до групи в Мінську по Донбасу, чи окремі якісь епізодичні заяви робимо. Це не надає ситуації по поверненню реінтеграції Криму якогось позитивного бачення. Вот к Минску еще вернемся. Давайте подключим к нашей беседе сейчас Дмитрия Снегирева, военного эксперта. Он с нами сейчас на прямой связи. Пане Дмитрию, витаю вас. Добрый вечер. Добрый вечер, да. Ну вот что думаете относительно меморандума об усилении сотрудничества в военной и военно-технической сфере между Украиной и Великобританией? 1,25 миллиардов фунтов стерлингов уделяет Великобритания. Что это для нас значит? Куда пойдут деньги? Как думаете? Ну там декілька цільових програм. Одна з програм – це власне будівництво 8 катерів, а інша програма, не менш важлива, це власне переоснащення портової інфраструктури, створення баз для цих катерів, мається на увазі як на акваторії Чорного, так відповідно Азовських морів. А кто будет строить эти катера? Кто будет собирать? Ще раз, будь ласка. Кто будет строить катера? Перші 2 корпуси Велика Британія, власне, українські спеціалісти будуть набувати тут в Великій Британії, а інші 6 корпусів будуть безпосередньо на території України. В цьому є показовий момент, що, власне, Велика Британія заявила про те, що наразі суднобудівне підприємство, яке належить Новінському, відповідно, не розглядається ним як ключовий партнер. Це дуже показовий момент. Тобто Велика Британія чітко заявила, що не буде передавати свої новітні технології безпосередньо фірмі і виробництву, яке пов'язане з країною-окупантом. А це говорить про те, що, власне, будуть створені робочі місця безпосередньо в Україні, а це надходження податків в українську казну і, відповідно, можливість розвитку українського суднобудівництва. Дуже показовий момент, що в французькому контракті мається на увазі закупівля
МВС патрульних катерів 75% мало будуватися на території Франції, то тут безпосередньо йдеться про зовсім інший вектор співробітництва. Лише 20% власне буде зосереджено, мається на увазі виробничої потужності. В Великій Британії 80% буде на території України. Плюс основний момент ще полягає в тому, що та позика, яка дається з боку Великої Британії, піде на розбудову портової інфраструктури. Тобто створення власне на Чорному, як я вже сказав, і Азовських морях. Наразі потужності однієї Одеси недостатньо для базування відповідно військово-морського флоту. Тобто, якщо підсумовувати, я абсолютно позитивно розглядаю цей підписаний меморандум, який дасть поштовх, власне, не тільки військовій сфері, а протистояти російській присутності в акваторії Азовських і Чорних морів, але й відповідно дасть можливість розвинути українське суднобудівництво, переоснастити український флот новітньою технікою і відповідно дати поштовх для розвитку всього комплексу, маючи на увазі машинобудівного в Україні. А в каком состоянии у нас сегодня ВМС? Можно ли сказать, что они у нас есть? Я перепрошую ще раз, дуже погано чутно, а ще раз питання. Алло, Я вибачаюсь. Чуєте? Алло. Так. Да. В каком состоянии у нас сегодня наши военно-морские силы? Можно ли сказать, что они у нас есть? Ну, по великому рахунку у нас немає військово-морських сил, якщо казати відверто. Ті два броньовані каски, які наразі входять в склад військово-морських сил України, не можна вважати взагалі військово-морським флотом. Ну, плюс, відповідно, ще ті катери, які віддала Російська Федерація в занедбаному стані. Тобто ми фактично говоримо про те, що ми будемо створювати військово-морський флот України фактично з нуля. Гетьман Сагайдачний, це, скажімо так, вчорашній день. Але по великому рахунку, от ті технології Великої Британії, мається на увазі будівництво ракетних катерів, які можуть нести на своєму борту до 8 пускових ракет, відповідно, саме корабельного базування. Цих технологій в Україні немає. Те, що наразі є, це комплекс «Нептун», він тільки наземного базування. Наразі йдуть розмови про можливість, власне, створення і корабельної платформи, але коли це буде втілено в життя, це велике питання. Тобто, якщо ця програма буде втілена в життя найближчі роки, ми можемо впевненістю казати, що дисбаланс сил в Чорноморському Азовських морях буде на користь України. Ми, як мінімум, зможемо адекватно протистояти російській загрозі. Дуже дякую вам, Дмитро Снегирьов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку. Пане Василю, чуєте нас? Так, зараз чую, хоча погано чую вашу розмову з паном Снегиревым. Вот давайте к следующей теме. Вы упоминали несколько раз Минские соглашения, трехстороннюю контактную группу в Минске. Представители России там всегда пытаются показать, что в этих переговорах можно обойтись и без них. Ведь, по их словам, конфликта Украины именно с террористами, в кавычках, ЛДНР. А Российская Федерация здесь ни при чем. Об этом заявил член украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске Денис Казанский, одному из украинских телеканалов. Давайте его послушаем. Російські представники – це або Гризлов, або Дмитрієвський. Вони намагаються максимально самоусунутися. Перед собою висувають представників так званих ЛНР і ДНР і кажуть, щоб ми розмовляли, тому що у нас з ними нібито конфлікт. Ми говоримо, що так не розмовляємо, тоді чекаємо їх 15-20 хвилин. Представники ОБСЄ дзвонять їм, виколупують звідти, і вони тоді починають розмовляти. Пане Василию, что сегодня может разблокировать Минский процесс? Алло. Да, к сожалению, у нас прервался звонок с паном Василием. Или есть? Пане Василію, чуєте нас? Погано дуже чути вас, дуже погано чути. Але зараз чую. Да, ну вот про Минский процесс, вот мы с вами говорили. Вот что сегодня может его разблокировать, учитывая, что Российская Федерация постоянно блокирует переговоры и выдвигает свои ультиматумы?
Я об'єктивно підходжу до всіх процесів, даю об'єктивну оцінку, не дивлячись на там політичні і геополітичні моменти. Давно заблокований процес Мінський, ще в вересні 2014 року, на жаль. Ми не кажемо про причини, про винність когось чи невинність, тому що є дві позиції. Перша позиція Російської Федерації – вибори під контролем російської терористичної влади на Донбасі. Друга позиція амністія всеосяжна, загальна амністія для всіх. І третя позиція – легалізація бойовиків тощо. В Україні ці позиції не сприйнятні ні при яких умовах, тому глухий кут, тому блокування, тому створення видимості її роботи, і без цього теж нікуди не дінешся. Ми всі розуміємо, що поки не буде домовленості між першими особами України і Росії, всі ці групи, контактні, неконтактні, вони приречені тільки на одне – провести онлайн-засідання, привітатися один з одним, посваритися або ні. І в кінці представник ОБСЄ зазвичай виходить і скаже наступного разу: наша зустріч відбулася, досягнути деякі позитивні моменти. Вони заключаються в тому, що домовились про наступну зустріч. Про це потрібно говорити людям. Немає прогресу, він не передбачає. Так а как быть с этим? Нужно выходить с Минска? Искать какую-то другую площадку или что делать? Давайте закінчимо з Мінськом. Потрібно сміливо йти на наші ультиматуми. Чому ми слухаємо ультиматуми Росії, те, про що ви говорили? Наш ультиматум один. Давайте переглянемо, прочитаємо ще раз ці угоди. Підправимо їх, скоригуємо їх, тому що всім зрозуміло, і Росія розуміє, що провести вибори під її ж контролем за українським законодавством неможливо. У нас дехто не розуміє наш штаб Фокіних і Вітольдів, а там розумієш, це неможливо, що це війна, що це привід для широкомасштабних військових дій. Тому давайте серйозно говорити, давайте закликати Францію, Німеччину, щоб вони в кінці кінців почитали це в правильному перекладі, в адекватному перекладі і зрозуміли, що виконати їх неможливо, тому закликати Путіна все-таки по-іншому їх випасти. Ми теж можемо піти на якісь уступки, на компроміси. Ми розуміємо, що багато людей там бояться переслідувань після реінтеграції Донбасу. Ми маємо дати їм гарантії. Я за те, щоб прийняти попередній закон про недопущення притягнення до відповідальності осіб, які вчинили легкі або не тяжкі злочини, а там практично формально можна кожному пред'явити таке звинувачення. Маємо заспокоїти людей, але потрібно системно діяти, показати такий закон, навіть прийняти його і приїхати в Мінськ вже своєю уступкою. А ми про щось говоримо незрозуміло і тягнемо час незрозуміло до чого. Мабуть, до закінчення каденції іншого президента, а наступний буде тягнути час для закінчення своєї каденції. Так не вийде, так довго не потягнемо, втратимо країну. Но не кажется ли вам, что если мы будем идти на некие уступки, окажется так, что нет уже суверенной Украины? Ні. Я сказав про одну уступку – прийняти закон про недопущення притягнення до відповідальності людей на Донбасі окуповано, які не вчинили тяжких злочинів і які не надавали допомоги реальної терористичним організаціям. Тут нічого складного. І люди там зрозуміють, так уже прийнятий закон, він вступив в дію. Це дійсно крок на зустріч нам. І Україна тут нічим не ризикує. Для цього потрібно, це не внесення змін в Конституцію, потрібна одна сесійна неділя і політична воля президента і парламенту. Сегодня, вот глядя на ситуацию в Нагорном Карабахе, как вы считаете, какой вывод для себя мы должны сделать по Крыму и по Донбассу? По Криму висновок один. Я почну з Криму, як з того, з чого починалася анексія і окупація України. По Криму потрібно потужно починати платформу Будапешту і розробити план, не створювати міністерства, комітети з реінтеграції, якої немає, а створити план. Цей план має ініціювати або парламент, або президент, або Кабмін, або всі разом, ця влада наша. Показати йому народові і закликати Сполучені Штати Америки, Велику Британію розпочати потужну, поступальну, крок за кроком, степ-бай-степ, звичайно, але роботу, щоб вона була очевидною для українського народу, для кримського
кримських татар для міжнародної спільноти. А після того давайте перейдемо до Донбасу, зробити те, що я вже сказав. Ми уроки в нас одні. Давайте вчити владу, якщо вона не може. Але влада, на жаль, нас кожна вважає, що вона сама розумна, незамінна, і тільки їх рішення самі правильні. І я закликаю дослухатись до здорового глузду і до аргументів. Я ж не просто говорю, я навожу аргументи, чому так з Кримом, чому так з Донбасом, чому Мінськ помер і як його реанімувати. От і все, нічого складного і ображатися не потрібно. Дякую вам. Василь Вовк, експерт з питань національної безпеки, був з нами на прямому зв'язку. Дуже дякую. Ну а ми переходим к следующей теме, которую уже упоминали выше. Нагорный Карабах. Там уже вторую неделю продолжаются бои между Арменией и Азербайджаном. Азербайджан обещает прекратить боевые действия, если Армения покинет территорию так называемой Нагорно-Карабахской республики. Армянская сторона заявила о готовности пойти на уступки, только если Баку также будет готов уступать. Тем временем вооруженный конфликт приводит все к новым жертвам, в том числе среди мирного населения. Генпрокуратура Азербайджана сообщает об увеличении числа убитых в результате обстрелов мирных жителей до 31, раненых 154, говорится в азербайджанской генеральной прокуратуре. Министерство обороны Армении же опубликовало кадры с уничтожением запаса горючесмазочных материалов азербайджанской армии. Видеозапись на своей странице в Facebook показала пресс-секретарь ведомства Шушан Степанян. На записи виден густой черный дым, поднимающийся с горящего объекта. Минобороны Азербайджана заявила об обстрелах азербайджанских населенных пунктах сегодня вооруженными силами Армении. Есть убитые и раненые, говорится там. Армия Азербайджана принимает ответные меры. Идет речь в ведомстве Минобороны Азербайджана. Давайте послушаем цитату. Вірменські збройні сили зранку обстрілюють села Геранберського, Тертерського і Ахдамського районів. Є вбиті і поранені. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выехал в Женеву встретиться с председателями Минской группы ОБСЕ. Сейчас, как известно, там идут переговоры. Вот о чем планировали говорить. Давайте послушаем. Міністр закордонних справ Азербайджанської республіки Джейхун Байрамов вирушає з робочим візитом до Женеви. Мета візиту – зустріч зі співголовами Мінської групи ОБСЄ і представлення співголовам позиції Азербайджану з врегулювання конфлікту. Тем временем президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал от Армении предоставить график вывода войск из Нагорного Карабаха, который будет утвержден сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Он назвал это необходимым условием для того, чтобы стороны предприняли попытку достичь прекращения огня. Давайте послушаем президента Азербайджана. Наш контрнаступ був успішним. Нам вдалося звільнити частину окупованих територій. Наша основна мета полягає у відновленні територіальної цілісності Азербайджану. Давайте подключим к нашему эфиру сейчас Азербайджан. Фархат Мамедов, политический аналитик, с нами на прямой связи. Селям алейкум. Алейкум ассалам. Расскажите, какие последние новости, с какой интенсивностью сегодня идут боевые действия? Контрнаступление азербайджанской армии продолжается на всех участках фронта. Мы уже становимся свидетелями того, что в вооруженных силах Армении наблюдаются большие проблемы. Сегодня в Армении произошло два важных события. Во-первых, был уволен с поста руководитель службы национальной безопасности. Аргишты Карамян, да? Аргишты Карамян. А с другой стороны, Никол Пашинян написал пост в Фейсбуке о том, что на фронте в Карабахе было предательство, и от его имени распространялись слухи, в результате чего военные покидали свои позиции, и азербайджанская армия наступала. Мы думаем, что Пашинян это делает специально,
чтобы оправдать отступление армянских войск. С другой стороны, главные вооруженные действия происходят на южном направлении. Азербайджанская армия продвинулась достаточно глубоко, и после закрепления на этих позициях будет объявлено об освобождении очередных населенных пунктов. А в какой это части и что это за населенные пункты? Мы ожидаем, что в ближайшем будущем объявят о освобождении города Физули, а также продвижение в сторону границы Армении. Это новые части Джебраильского района, Губадлинский район, вот эти районы, которые вокруг Нагорного Карабаха. Ну вот сегодня в Женеву выехал ваш министр иностранных дел встретиться с председателями Минской группы ОБСЕ. Вот рассчитываете ли вы на то, что будет возобновлен переговорный процесс? В Азербайджане считают, что, и это было заявлено со стороны президента, что Азербайджан не отказывается от формата Минской группы ОБСЕ. Однако переговоры будут вестись параллельно с вооруженными действиями. Армянская сторона отказывается участвовать в переговорах, говоря о том, что невозможно вести войну с одной стороны и воевать с другой. Мы же уверены, что именно этот метод является гарантией реализации будущих договоренностей. Потому что в 1994 году, когда вооруженные действия были остановлены, международное сообщество расслабляется, и опять мы вынуждены будем ждать. А за это время Армения может перегруппировать свои войска, получить новые вооружения, собрать наемников из диаспоры своей и других структур. А мы этого допускать не будем. Вот буквально несколько секунд назад появилось такое информационное сообщение, что премьер-министр России и Азербайджана обсудили Карабах и экономическую повестку. Мишустин созвонился с Асадовым. Да, завтра в Армении намечается проведение саммита премьер-министров стран-участников Евразийского экономического союза. И уже в Армению прилетели и председатель ЕАЭС, а также другие премьер-министры. И я думаю, что этот звонок является символическим с той точки зрения, что Россия, премьер-министр России перед вылетом в Армению пообщался с премьер-министром Азербайджана. Это еще раз показывает, что Россия не занимает какую-то позицию на Нагорно-Карабахском конфликте. Ну вот вы сказали, что президент Армении Саркисян уволил главу службы национальной безопасности Аргишты Карамяна сегодня, как стало известно. Вот не кажется ли вам, что это такой тревожный звоночек для Азербайджана, потому что вот именно этого человека связывали кадровые чистки в структуре СНБ Армении среди специалистов, обучавшихся в Российской Федерации. Тем самым не кажется ли вам, что Путин просто хочет гораздо больше принудить Армению взамен на свою какую-то помощь? Я думаю, что в этом есть доля правды. Цель, опять же, это двусторонние отношения между Россией и Арменией. И Азербайджан не вмешивается в эти отношения. Для Азербайджана важно, чтобы в Армении был бы лидер, который мог бы принимать решения. К сожалению, в Армении сейчас такой лидер, с которым договариваться практически невозможно. А то, что творится внутри Армении, это их дело. Я считаю, как человек, который следит за процессом в этой стране, что данный шаг Пашиняна приведет к еще большему политическому кризису, потому что его не поймут его сторонники из прозападного демократического лагеря, а с другой стороны,
пророссийские силы получат новое вдохновение для того, чтобы еще больше, еще активнее участвовать в политике. Это приведет именно к углублению того политического кризиса, который сейчас существует в Армении. Но следует также отметить, что позиции Пашиняна сильны в парламенте. Мы не должны забывать, что Армения — это парламентская республика, и он все еще контролирует большинство в парламенте. И через него он может провести нужные для себя решения. Насколько решительно сегодня настроено азербайджанское руководство? Рассчитываете ли вы на полное возобновление территориальной целостности? Нет, именно с этой целью и В ближайшей перспективе имеется в виду. была начата контрнаступательная операция, и мы имеем опыт дипломатического общения и нынешний статус-кво. То есть можно сказать, что первая волна давления какого-то международного внимания, он уже пройден. Уже в мире, в особенности в странах-сопредседателях Минской группы ОБСЕ, понимают всю серьезность ситуации. И единственным фактором, который может остановить вооруженный конфликт, является полное решение вопроса, а именно восстановление территориальной целостности Азербайджана и выход армянских сил с оккупированных территорий. Вот расскажите о настроениях в Азербайджане сегодня, в Баку, в окрестностях Баку. Вот как люди на это все смотрят, вот как они эту всю ситуацию оценивают, много ли добровольцев сегодня уходят на фронт. Вот расскажите внутренние вот эти ощущения людей. Вы знаете, в течение 30 лет мы жили вместе с этим конфликтом, с этой оккупацией. Но наше государство реализовало все проекты при наличии этого конфликта. Мы провели трубопроводы, нефтяные, газовые, мы провели железную дорогу, мы провели магистральную дорогу. Мы реализовали все крупные инфраструктурные проекты. Что касается населения, население понимает, что нельзя оставлять решение этого конфликта на будущее. Мы один раз это сделали в 1994 году, и старшее поколение всегда нам это говорило, лично мне, что этот вопрос мы не смогли решить и оставили его вашему поколению. Мое же поколение не хочет оставлять решение этого вопроса нашим детям. Поэтому очень важно, и в обществе есть консенсус, консолидация в этом вопросе. Чисто мои человеческие наблюдения, люди стали добрее друг другу, люди стали помогать больше друг другу, милосердие появилось. Есть жертвы как среди мирного населения, так и среди военнослужащих. Но есть четкое понимание того, что вопрос должен быть решен сейчас. А есть ли какая-то вот подтвержденная информация по убитым и раненым? Потому что с одной, что с другой стороны, цифры, которые озвучиваются, они очень разнятся. Вот что по раненым и убитым сейчас известно в Азербайджане? Азербайджанское государство не раскрывает потери среди личного состава вооруженных сил. Это будет информация предоставлена после завершения. В этом есть несколько иррациональное звено. Но мы все люди, все живем в открытом обществе и видим, что появляются фотографии людей погибших, их оплакивают. Но все относятся к этому с пониманием. Опять же, я повторюсь, что в Азербайджане есть общее мнение о том, что конфликт должен быть сейчас. И эти жертвы, которые сейчас есть, они делаются для будущих поколений, для мира и процветания наших детей. А много добровольцев сегодня уходят на фронт? Добровольцы записались и посредством военкоматов, и онлайн записались добровольцами. И по мере нужды их призывают, они на полигонах проходят обучение. В российской прессе вышла статья, в которой описывалась армянская реальность, что молодые люди буквально
после призыва сразу им дается автомат в руки и на передовую. В Азербайджане такого нет. В Азербайджане они проходят определенный период подготовки, чтобы они еще вспомнили бы все это дело, и отправляются на фронт. Как вы Но считаете? недостатка людей не ощущают. Мгм. А какие специальности сегодня востребованы? Ну, этого я сказать, если честно, не могу по определенным причинам, но, опять же, недостатка людей мы не испытываем. Как У вы нас население 10 миллионов человек, резервные несколько десятков тысяч, даже более сотни тысяч. То есть эти цифры не раскрываются, точные цифры, но недостатка нет. Вот ваша аналитическая точка зрения, как вы считаете, почему именно сейчас обострился таким образом конфликт, и вот по сравнению с 2016 годом, да, вот почему именно сейчас? Вы знаете, с одной стороны, это общая, так скажем, причина в личности премьер-министра армии. Там есть и внутренние причины, активизация пророссийских сил. Они намечали на начало октября большие митинги из-за провальной политики Пашиняна по предотвращению последствий коронавируса. С другой стороны, он провел, как вы знаете, изменения в руководстве марионеточного режима на оккупированных территориях. Они стали реализовывать очень провокационные действия, об этом говорил президент. И после июля эскалации на границе произошла вот эта провокация уже на оккупированных территориях. То есть почему сейчас, я не берусь ответить на этот вопрос со стопроцентной уверенностью, но могу сказать, что данная провокация со стороны Пашиняна, она подразумевалась как краткосрочная. Он не думал, что Азербайджан пойдет именно на долгосрочную войну, но он просчитался. Какую роль сыграла здесь Турция и однозначная резкая позиция Эрдогана? Вы знаете, Турция всегда поддерживала Азербайджан. Турция еще в 1994 году закрыла границу с Арменией в знак выступления против оккупации Кельбаджарского района. Поэтому для нас это всегда естественная поддержка. Просто сегодня есть международная конъюнктура, особенно противоречие Турции в Восточном Средиземноморье, по ливийскому вопросу, с Грецией, с Францией. И фактор Турции, он начал педалироваться именно в этом контексте. Вспомни, есть 2016 год, апрельский, эскалацию. То же самое было. То есть в России тоже поднималась волна антитурецкой политики, и это все связывалось именно с Турцией. Турция традиционно поддерживает Азербайджан, и эта поддержка ощущается в международных процессах. И мы видим, что государства, проявляющие так жесткую антиазербайджанскую позицию, они получают достойный ответ на международной арене. И это очень позитивно влияет на позицию Азербайджана. Но я вам скажу, не только Турция, например, и Пакистан поддерживает Азербайджан. Пакистан до сих пор не признал независимость Армении. Исламское сообщество. Сегодня, к примеру, Казахстан, президент Казахстана выступил и сказал, что конфликты в мире должны решаться на основе приоритета принципа территориальной целостности государств и резолюции Совета Безопасности ООН. Это фактически единая позиция с Азербайджаном. Çok sağ olunuz. Фархат Siz de Мамедов, sağ olun. политический Teşekkür ederim. аналитик. Ташекурлер. Фархат Мамедов, политический аналитик, был с нами на прямой связи из Азербайджана. Но я, к сожалению, вынуждена попрощаться, но ненадолго, всего лишь на 5 минут. А буквально вот через 5-6 минут мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Обсудим с крымскими татарами, в том числе самые актуальные новости, которые появились в информационной повестке дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного Крыма. Оставайтесь с первым крымско-татарским. Куршкинч.